Самые неудачные нововведения в городах Казахстана. Редакция медиапортала Караван.кз рассказала о нововведениях в городах Казахстана, которые совершенно не оправдали велосипедные дорожки. По данным СМИ, в 2017 году в Алматы построили новые велодорожки на 7 улицах. Плоды такой активности акимата чаще приносят больше вреда, чем пользы, и даже опасны для жизни участников движения. Велосипедистам приходится делить дорогу с автомобилями и общественным транспортом, из-за чего водители, которые теснятся в оставшихся полосах, проводят в пути гораздо больше времени, выбрасывая в атмосферу еще больший объем вредных веществ. Кроме того, в социальных сетях можно найти множество статей, видеороликов и прочих материалов о том, как велосипедисты попадают под автомобили из-за перегруженного трафика. Астана. Умные светофоры. С 2016 года в столице Казахстана начали внедрять светофоры нового поколения. Они исключают использование таймера, автоматически подстраиваясь под интенсивность потока автомобилей. Подключенные к единой системе умные светофоры отслеживают дорожную ситуацию сразу на нескольких улицах. Новая система должна была улучшить пропускную способность на улицах города, однако она себя не оправдала. Умные светофоры раскритиковал даже глава государства Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что ему часто рассказывали об умных светофорах, реагирующих на количество авто, но, по его словам, эти новшества результата не дали. Пробки в столице как были, так и есть. Теплые остановки. В Астане новые остановки с регулируемым климатом ввели в 2016 году. Несмотря на благую цель, они нередко вызывали возмущение у горожан, уточнявших, что система кондиционирования внутри не работает. По словам жителей, во время жары внутри остановок жарче, чем на улице, а зимой, наоборот, холоднее. Причем это распространяется практически на все современные остановки города. По данным казахстанских изданий, одна такая остановка обошлась городу в 10 миллионов тенге. Снос домов. По данным местных властей, в микрорайоне Старый городок города Шымкента под снос попали 73 дома. В текущем году на этом месте должны будут начать строительство дороги. Чиновники пообещали выплатить жителям компенсацию. Однако многие шымкентцы остались недовольны этой суммой, заявляя, что они не смогут купить новые жилища за эти деньги. Жители отказались покидать свои дома, пока им не выплатят достойные суммы. Власти грозили, что при отказе жильцов съезжать их могут выселить принудительно, прибегнув к помощи судисполнителей. По данным СМИ, ситуация так и не разрешилась. Новые остановки. Жители Костаная раскритиковали новые остановки в своем городе. По данным СМИ, на сооружение стеклянных комплексов власти потратили 45 миллионов тенге. Сам внешний вид таких стеклянных сооружений подглядели в Астане и Алматы, чтобы они радовали глаз жителей, были современными и удобными. Однако горожане считают, что деньги потрачены впустую, ведь здесь не спрятаться ни от дождя, ни от ветра, ни от палящего солнца. Отдел ЖКХ, как, впрочем, и сам акимат, отказались прокомментировать эту ситуацию. Неудачный ремонт. Спустя год после ремонта главная пешеходная улица Петропавловска находится в неприглядном виде. Разбитые светильники, испорченная плитка и даже массивный потрепанный вазон. Постепенно проваливается плитка, уложенная прошлым летом вокруг колодца на пересечении улиц Парковая и Конституции Казахстана. В соцсетях петропавловцы раскритиковали состояние свежей тротуарной плитки. Горожане считают, что бюджетные деньги были потрачены впустую. По данным региональных изданий, на обустройство города было потрачено 300 миллионов тенге.